Не надо ничего придумывать, когда все работает. Никого нету. Плуг пашет. Видите, у тебя плуг неправильно настроен. Настроен так, чтобы он пахал. Может, даже это и не к добру. И уже там заморозки мощные были. А они цветут и цветут, цветут и цветут. Так красиво было. Весенние мотивы у нас продолжаются. Вот. Вывели аппарат такой. Вон, вдалеке видно. Дядя Вань там. Алексей. Он там. Сейчас будем пахать. Пахать. Это на грядке. Основной участок. Вот что находится здесь. Основной участок. И там сзади еще со спины моей. Это не будем, конечно. Это для картошки. А вот для мелких грядок, да что да, будем сейчас пахать. Такой плуг. Вот такой аппарат после зимы. Еще не заводили в этом году. Уже много раз показывал. Вот такая лебедка, мотолебедка. Мотолебедка, трос и на конце плуг. На другом конце. Ха, он завелся быстро. Наверное, дядя Вань заводил уже. Такого быть не может, чтобы он завелся так с первого тыка. И вот он будет тянуть. А там на конце Алексей. Самое, такое нудное дело — это борозду первую проделать. Как бы тяжело. А потом плуг он сам по борозде идет, если все настроено хорошо. Навоз в этом году сюда не ложим, не кладем, потому что в прошлый год очень много было. Это более-менее. А вот сюда на грядки, самые грядки там маленькие, сюда навоз уже будем. О, сейчас улевого поближе поснимаю. Он такой дядя Вань за лебедкой. И он плуг легко идет. Сегодняшняя задача вот этот такой маленький участок пахать. Там видите, Алексей держит плуг. Он просто придерживает, чтобы совсем в сторону не ушел. А он сам идет. Если отпустить вот эту ручку, он не будет ничего такого плохого. Сейчас я вот специально попросил Алексея, чтобы он вообще даже руку отпустил с плуга. И посмотрим, как будет плуг себя вести. Вот видите? Никого нету. Плуг пашет. Видите? Вот такой момент даже. Видите? Как все четко. А мне пишут многие: у тебя плуг неправильно настроен. Настроен так, чтобы он пахал. А я не знаю, правильно или неправильно. Главное у меня что? Главное, разворот будет с пахом. И с пахом неплохо. А что там колесо стоит? Многие говорят, вот это колесо, говорит, неправильно стоит. Мы попробовали правильно, как советовали поставить. Так плуг уходит вообще. Сейчас нормально все. Не надо ничего придумывать, когда все работает. И не надо ничего. Вот таким макаром. Шумно, наверное. Ну, ничего.
допахали мы до участка, где вот навоз уже. Потом немножко надо. Навоз уже чуть-чуть время потянет. Так без навоза вообще быстро. Минут, наверное, за 20 или меньше даже спахали. А с навозом чуть-чуть повозиться. Ну, как чуть? Ну, немного, да. Аппарат. Держать надо, потому что навоз там и навозом тяжелее. Сейчас опять нужно навоз. Отдельный надо это самое. Навозобросатель надо отдельный, давайте. Но сегодня уже так начали, да, уже закончим. Без навозобросателя, да. У соседей музыка орет. Веселятся люди. Солнечная погода, что не веселиться, да, Ну, друзья, практически у нас заканчивает уже, огород заканчивается, вот этот маленький участок для грядок. В принципе, быстро вспахали все. Ну, аппарат пока не подвел, хоть и после зимы. Там дядя Ваня ухаживает за ним. Ну и в принципе, наверное, все, эту пахоту что уже потом, все. А эту большую еще, когда будем большой участок пахать, покажу. Ну все, наш конь отработал сегодняшний день и гараж. Все. Сейчас покажу участок. Все, поехали. Все, друзья.
небольшой участок для грядок там, для моркови, для лука, для, ну, редиски там, ну, всяких вот этих мелких культур. Все спахано. Осталось Маше там подровнять, делать бороздики, такие маленькие бороздки, и посадить все это дело. Вот уже и Маша уже здесь выкопала борозду такую. Ну, отделила, вернее, вот с левой стороны обычную картошку сажаем, там мама идеал любит, идеал ей надо. А здесь Маша для грядок делает, ну, выравнивает, так сказать. Это уже не этот день, когда мы пахали. Это уже другой, и немножко уже в жаркую погоду немножко высохла уже земля, да? А нет, не высохла еще. Но все равно. Нормальная еще, влажная. Да? Ну и хорошо. Здесь сама по себе земля, всегда сырая. И вот и будет отделять грядочки. Погода вообще суперская. Облака, смотрите, как нарисованные. И температура на улице. Майя, такая погода, благодать. Такого еще, наверное, не было. Это редкость такой май. Да. Может, даже это и не к добру. Да, не знаю, может потом похолодает. Может потом все лето будет Да. снежинками, со снежинками. Удивительно, такого даже лета не бывает, чтобы вот такая погода Да. теплая. Ой, нас опять веселят. Музыка играет. Да, музыка. Не знаю, там на фоне. Мне бы эту музыку не надо, так под авторские не хочется попасть. Да, вот так музыка, это хорошо. Вот так Маша работает. Это для чего грядка сейчас первая будет? Или по это самое, потом уже определяешься? Ну да. Укроп, петрушка, морковь, свекла. Ну, я в смысле того, что где и что будет, а потом уже определиться. Сначала сделай, а потом уже. Не, я думаю, что, например, для морковки может там пошире, или для лука поуже. Я поэтому спрашивал. Нет? Без разницы, да? Немножко такими бороздками тоже отделяет. Если есть семена этого бархатцева, обязательно, Маша, ну, А у меня уже посажено. посади, потому что так красиво было уже поздно осенью прошлый год. Ничего уже на огороде не было, и уже там заморозки мощные были, а они цветут и цветут, цветут и цветут. Так красиво было. Посадила в этом году, да. Ну и от этих, поговорят, ты же сама говорила, что от вредителей тоже помогает как-то они. И так вот Маша отделяет бороздками. Быстрее, конечно, давайте спахать, чем зароить это, да? Ну да. Легче. Легче, да. Вот такая первая грядка получилась, потом отделяет вторую. Ну и так, потихоньку такие грядочки. Грядочки в рядочек, да, ведь, Маша? Ну так получится. И потом уже все
Ну, потом уже как сеять, там уже не буду снимать, что там. Ветер поутихнет, да? Да, это Маша обычно или рано утром, или поздно вечером сажает. Потому что, ну, чтобы ветра не было. А обычно, Под вечер же ветер. да, или под вечер ветра нету, или рано утром. А такой сильный ветер. Если ветра не было, то вообще бы духота была. Ну, Ветер такой теплый, приятный. ну да. Ну и все, друзья. Маша продолжает работать, делать грядки, а я заканчиваю это видео и говорю до свидания. На последних видео все время уже Маша с лопатой, с вилами, с лопатой. Ну, конечно, сейчас вон. Но самое главное, хорошая погода. Почти на каждом видео уже хорошая погода и улыбающая Маша. Улыбающаяся Маша. Вот так. Ладно, всем пока, друзья. Вот такие у нас заботы деревенские на огороде. Это у всех сейчас, наверное. Да, это у всех. Я не спорю, что у всех. И у нас, в частности, тоже. Мы просто там немножко снимаем. Воробьи поют, как маленькие дети, щебечат. Везде. Ну что, Все? все. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока. Пока.